Селен достар қалайсыздар? Кинокүлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. Итак, дамы и господа, практически везде, в любой организации и даже в магазине, перед входом в магазин вы увидите эти слова. Давайте попробуем их прочитать. Жұмыс кестесі. Жұмыс кестесі. Итак, все как и обычно, мы должны каждое слово разделить по слогам. Жұмыс кестесі. И мы с вами видим такую вот букву У с черточкой снизу, да? Как же ее прочитать? Ну, на самом деле все очень и очень просто. За основу нужно взять букву О обыкновенную, но эту букву О нужно произнести очень и очень коротко. О, шо. Ну а если не получается, то возьмите букву У. Это уже мое открытие, но тоже произнесите ее очень и очень коротко. Жо. Ну, в общем, практически одно и то же получается во рту. Жұмыс. Затем мы видим букву И. Она немножко отличается от русской версии тем, что произносится очень и очень коротко. Жұмыс. Едем дальше. Слово кестесі. Вот мы видим букву Е, да, и она как пишется, так и читается, и вообще не искажается. Вообще в казахском языке все буквы как пишутся, так и читаются, и не искажаются. Просто, например, в русском языке мы можем букву Е прочитать как или услышать и прочитать ее иногда как И. Вот в казахском такой магии нет. Мы, как видим, вот как оно написано, так и читаем. Жұмыс кестесі. В конце мы видим палочку с точкой. Это мягкая буква в казахском языке, но она не настолько мягкая, как буква И. Это нечто среднее по мягкости между буквами и И. Вот попробуйте через кестесі, затем через И, кестесі, и в обоих случаях тяжело читать. А вот кестесі – та самая мягкость, которая нам необходима. Ну что, дамы и господа, я надеюсь, у вас получилось прочитать это несложное выражение, и увидимся в следующий раз. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан.